Под звуки военного оркестра шаг за шагом они идут, не замыкая строй. И это не просто марш, а настоящее чувство патриотизма и гордости за великую державу, которую по праву нам заслужили наши деды и прадеды в Великой Отечественной войне. Знамя победы несут отличники службы. Старший лейтенант Сидоров. Военные с самого утра оттачивают марш. Здесь важно все. Осанка, ровные шаги и даже дистанция за ними. На площади парадные расчеты МВД России, военнослужащие Троицкого гарнизона, лучшие приставы республики. Разумеется, кадеты Горского кадетского корпуса. Ахмед Майсагов в главном военном параде республики примет участие уже во второй раз. Волнуется, но гордость перебивает все эмоции. Я волнуюсь перед участием в параде, но мы стараемся пройти хорошо, и я смотрю на старших и учусь. Скажи, а кем мечтаешь ты стать после того, как закончишь кадетский корпус? Генерал. Здесь важно участие каждого, независимо от звезд до погонах и должностных обязанностей. Парад значит намного больше, чем многие думают. Ведь первый после Великой Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. В нем приняли участие все военные подразделения страны, а воздушная часть была отменена из-за сильного ливня. Пройти с гордо поднятой головой 9 мая нашим военнослужащим – дело чести. Все участники парада стараются показать свои лучшие качества. Равнение направо. Тренируются, оттачивают свое мастерство. Уже ставшего традиционным голосом парада в республике Мухаммеда Тачиева переполняют эмоции и гордость. Его называют ингушским левитаном за необычный тембр голоса. 9 мая он вновь будет озвучивать военные достижения региона. Гордость, конечно, переполняет. У меня родственники, очень много родственников, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны, которые защищали нашу страну. И, конечно, и в памяти и проплывают все эти лица перед глазами. Глава Ингушетии посетил репетицию парада. Юнусбек Евкуров высказал свои пожелания командирам подразделения. Ну а помимо военнослужащих на проспекте Зязикова 9 мая выступит и военная техника республики. Но ее репетиция осталась за кадром, чтобы не раскрывать всех секретов. Ну а до парада Великой Победы, который пройдет 9 мая, осталось ровно 6 дней. Ну а генеральная репетиция здесь пройдет 7 мая. Лина Сычуева, Адам Далаков, Новости 24.